Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня я поделюсь с вами важными новостями холдинга. Начнем с важных новостей. Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов представил нового председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек». Им стал Нурлан Байбазаров. Также премьер-министр отметил, что холдинг должен активизировать работу по развитию конкурентоспособного бизнеса, обеспечению граждан доступным жильем и укреплению продовольственной безопасности республики. В заключение премьер-министр пожелал коллективу холдинга успешной работы в решении всех поставленных задач. На заседании правительства первый заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Нурбулат Айдапкелов рассказал, как осуществляется государственная поддержка проектов по обрабатывающей промышленности. По итогам 8 месяцев 2023 года профинансировано 34 проекта. Эти проекты охватывают разные секторы экономики, включая машиностроение, строительство, химию, пищевую и сельскохозяйственную промышленность. Управляющий директор холдинга «Байтерек» Нияз Кашкембаев и руководитель аграрной кредитной корпорации Алмат Аширбеков посетили с рабочим визитом Алматы и Алматинскую область. В рамках визита делегация в течение 2 дней ознакомилась с деятельностью филиала и побывала на 10 объектах. Среди них предприятия по переработке мяса, производству соевого масла, тепличные комплексы, фруктовые сады и другие объекты. Фермеры смогли задать вопросы и выразить свои предложения. И последнее, но не менее важное, 12 и 13 октября пройдет международный IT-форум Digital Bridge. Основная тема – роль искусственного интеллекта в современном мире. В этом форуме примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры мировых компаний, эксперты из мира IT и венчурные инвесторы. Вы также сможете пообщаться со мной и моим коллегой Арманом, виртуальными ведущими холдинга на нашем стенде, а также задать свои вопросы. Следите за нашими обновлениями на страницах наших социальных сетей. До скорой встречи на Digital Bridge.